Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, слушатели. Сегодня мы хотим представить вам, как правильно изготовить морс из ягод Якутии, чтобы повысить иммунитет, сопротивляемость организма к различным инфекционным и вирусным бактериальным заболеваниям. Сегодня нам будут помогать наши коллеги, заведующие кафедрой технологии пищевых продуктов и индустрии питания Прасковья Алексеевна Гоголева и коллега Иванова Кира Владиславовна, специалист по пищевым технологиям. Как вы знаете, в современном мире из-за пандемии коронавируса очень актуальным становится повышение иммунитета человека, сопротивляемости организма человека к различным вирусным заболеваниям. Вы, наверное, заметили, что в одной семье, если заболевает, допустим, отец семьи, то мать может и не заболеть, ввиду того, что иммунитет у жены высокий и сопротивляемость организма хорошая, и поэтому в организм попавшие вирусы и бактерии, они уничтожаются лейкоцитами, клетками, которые уничтожают эти бактерии. А организм должен уметь сопротивляться такой агрессивной инфекционным заболеваниям и бактериальным внедрениям. Их действительно вокруг нас очень много. И вот сегодня мы хотим представить вам, как правильно изготовить морс из ягод Якутии, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма от инфекционных заболеваний. В Якутии растут очень много диких ягод, которые растут у нас в различных лесах. Это в первую очередь наша любимая брусника. Брусника или латинское название Vaccinium vitis idea. Растет в лиственничниках брусничных, в сосняках, и народ у нас очень любит эту ягоду. Ягода, она действительно очень хорошая, обладает совершенно замечательными химическими компонентами, витаминами. Здесь очень много органических кислот, и в первую очередь бензойная кислота, которая обладает антибактериальными, противовоспалительными свойствами, и которая обладает совершенно замечательным качеством убивать инфекционные вирусы и бактерии. Также в бруснике имеются органические кислоты, как яблоневая кислота, как лимонная кислота, которые тоже улучшают состояние нашего организма. Много витаминов, таких как А и С. А вы знаете, витамин А – это каротины, которые улучшают зрение человека и помогают лучше смотреть, видеть своими глазами. А витамин С, аскорбиновая кислота, как раз тот витамин, который улучшает иммунитет человека. Так ведь, да, Прасковья? Антиоксидант. Мощнейший, природный. Да, совершенно правильно. И значит, вот антиоксиданты – это такие вещества, которые замедляют старение организма. Да. Так. И сегодня мы покажем, как правильно сделать морс из наших ягод для того, чтобы сохранить все питательные вещества, витамины в первую очередь, для того, чтобы эти витамины сыграли роль повышения иммунитета. Часто бывает так. У нас в Якутии еще и охта растет. Точно, да. Это охта. Замечательная наша ягода. Охта или смородина дикуша. Алданский виноград, который у нас растет по берегам рек Алдан, на островах реки Алдан в большом количестве. И мы очень любим эту ягоду. Почему? Потому что это уникальная наша ягода, которая понижает кровяное давление. Разжижает кровь и помогает крови быстро достигать тех частей организма, где очень нужны свежая кровь с клетками, лейкоцитами, и чтобы не было тромбов кровеносных сосудов. Вот эта охта, как вы видите, она достаточно крупная. Очень крупная. Да, крупная и водянистая, вот как вы видите. И вот это благодаря таким витаминам, как В1, В2, витамину С. Вот эта охта очень хорошо понижает давление и помогает повышению иммунитета.
Часто бывает так, что часто бывает так, что население не знает, как правильно приготовить морс. Они часто берут вот кипяченую воду, кидают сюда ягоду брусники, да, перемешивают, да, сахар добавляют и кипятят достаточно долго. Вот при кипячении разрушаются все витамины, практически ничего не остается. Значит, в этом морсе нету полезных витаминов, которые могли бы повысить наш иммунитет. А мы сегодня научим вас, как сделать правильно морс для того, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма к различным инфекционным болезням. Для этого мы делаем таким образом. Берем ягоду брусники, такой дуршлаг сетчатый, так, ложим сюда саму ягоду и... У кого есть, Да, такие эти давилки. Так, делаем, можно применить. да, аккуратно делаем, Надавливаем и получаем сок. да, надавливаем. И вот свежая ягода, она вот очень хорошо, И легко отдает. да, сок. легко отдает сок, но особенно после замораживания в наших холодных условиях эта брусника становится очень даже водянистой. Так, и вот такая ягода, так, мы берем, Получен сок. сейчас берем воду, кипяченую, но теплую воду, вот, спасибо, Прасковья Алексеевна, и наливаем вот нашу измельченную ягоду. Часто бывает так, что ягода не до конца измельченная, и поэтому мы можем еще дальше измельчить, чтобы хорошо вышел сок из ягод. Да? Сок из ягод. Таким образом, эта теплая вода так, помогает сохранить все витамины, полезные вещества и органические кислоты. И, соответственно, морс становится очень полезным для нашего организма. Теперь можно вот этот сок налить в стакан, морс уже получается, добавить холодную воду, если это будет концентрированная, так, добавить можно сахар чуток, так, по вкусу, так, очень полезно бывает добавить мед, особенно мед якутский, который обладает совершенно уникальными качествами. Так. Можно добавить различные компоненты. Например, сюда можно добавить имбирь, так, который тоже обладает очень хорошими антисептическими свойствами. Да, можно и потереть. А вот Так. очищенный есть, можно его потереть. Можно добавить тимьян или чабрец. В народе называют богородская трава, которая обладает Аромат. да, обладает отхаркивающими свойствами, помогает от кашля, расширяет сосуды. Да, можно добавить. Кусочки тимьяна. Это очень хорошие растения, которые обладают лекарственными, медицинскими свойствами. Так, и этот морс из брусники является хорошим средством от различных простудных заболеваний, от инфекционных заболеваний. Почему? Потому что здесь уже сохранены все витамины и полезные вещества. То же самое мы можем сделать и из охты. Так? Можем, да, из охты? Угу. Можем здесь или здесь. Угу. Давайте. Ухта сама по себе очень такая водянистая. Легко отдает сок. Да.
богат витаминами, полезными веществами, как и уже мы сказали, очень хорошо снижает артериальное давление. Артериальное давление. Мгм. Вот посмотрите. Вот, видите, аж сок брызжет. Аж сок брызжет. Ой. Этот же морс или сок ягод можно добавить и в морс из брусники, и тогда это будет такой комплексный, такой насыщенный морс из двух ягод, из брусники обыкновенной и из охты или из алданского винограда. Так. Также можно. Мгм. Также добавляем вот сюда воду, теплую воду, горячую воду. Так, спасибо. Очень красивый насыщенный свет. Охты. Можем добавить, если это очень концентрированный сок, можем добавить воду. Немножко сахара. Так, также мед можем добавить. Мгм. Если в горячем виде, да, в холодный зимний период, то можно гвоздику добавить. Давайте добавим, попробуем. Действительно. Мгм. Ох, какой аромат. Вот брусничного у нас чабрец, тимьян, Мгм. а охта, морс из охты горячий будет у нас с гвоздикой. Гвоздикой. И можно мяту, да. И можно еще и мяту. Мгм. Очень тонизирует. Да, мята это вот растение из семейства губосветных. Очень такой вкусный, приятный запах. Да. У нас в Якутии растет дикая мята. И можно выращивать еще в огородах. Да. Садовники, овощеводы очень любят мяту. Неприхотливая. Совсем да, неприхотливая. Совсем неприхотливая и даже разрастается как сорняк. Иногда бывает так, что эта мята разрастается настолько много, что приходится иногда даже удалять, как сорняк. Вот. Дорогие друзья, мы приготовили два очень полезных морса из наших якутских ягод. Это первый морс, это из брусники. Так, пожалуйста. Так. И вот этот морс из охты. Давайте тоже нальем. Так, ну и давайте попробуем. Поскольку вам какой морс? Из охты. Ну, Так. так как надо начинать с менее насыщенных, да? Мгм. У нас в данном случае получился морс из брусники менее насыщенный. Ну, так как там нету Мгм. гвоздики, да? Мгм. А этот Ну зато попробуй. есть чабрец. Да, с Да, давайте чабрецом. попробуем. О, да. И вот в последнее Мгм. время предприятия общепита, где имеется бар, перешли вот, ну, многие, да, Кира Владиславовна, переходят уже на морсы, различные киселя даже, ну, на традиционную кухню с применением напитков традиционных. Это вместо кока-колы, спрайтов, да, и население уже относится с пониманием и больше, говорят, заказывают, что морсы из натуральных продуктов, из натуральных ягод и киселя. Да. Самый продаваемый. Мгм. И потом, Кирилл Александрович, вас угощаем морсом из охты. Ой, вкус очень насыщенный, такой Совершенно другой. совершенно другой. Такие Совершенно холода, другой, да. как раз вот Мгм. такой напиток горячий. Главное, все витамины сохранены. Отлично. Да. И очень просто. 3-5 минут.
Да, да, совершенно быстро. Нежели чем там кипятить, да, нежели чем чтобы остывало все это. Вот, и дальше мы еще расскажем, как еще можно приготовить морсы и что можно там еще в ингредиентах добавить, чтобы морс у нас был вкусным, полезным и помогал нашему здоровью против различных болезней. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем рассказ о наших северных якутских ягодах, которые вы, наверное, уже поняли, насколько они полезны, насколько они обладают антиоксидантным действием, насколько они полезны в зимнее время года и также утоляют жажду летом. Да? Уже издревле известны, значит, рецепты морсов, киселя, джемов, различных пудингов, муссов, да, Кира Владиславовна, великое множество рецептов, но также ягоды наши сибирские можно применять и в кулинарии, приготовлении горячих блюд. Всех мясных, абсолютно я это гарантирую, оленина, да, наиболее хорошо с брусникой, с охтой, еще и красная смородина, черная смородина, с рыбными блюдами отлично. Можно даже в домашних условиях, когда вот мы обычно по менталитету ужинаем мясными или рыбными блюдами, да, для облегчения работы нашего желудочно-кишечного тракта можно после, северного тяжелого ужина поесть салат из ягод различных. Ну, какая ягода есть дома у хозяйки, можно ее достать, заранее разморозить, смешать и просто добавив кефир, йогурт или любое ваше любимое молочное что-либо, или либо просто мед добавив, можно как бы на десерт после тяжелых блюд съесть по несколько столовых ложек этих смесей ягод. Тогда мы облегчим свой желудочно-кишечный тракт. Также можно, и не забываем, конечно, о шиповнике нашем, да, который очень неприхотливо растет у нас в тайге, везде растет, на дачных участках, мы очень любим собирать. Кроме того, что ягоды наши северные обладают этими свойствами вышеперечисленными, да, по нашему менталитету еще сбор ягод – это целый ритуал целый, да, когда семьями мы собираем ягоды, и наш народ очень любит собирать ягоды. И поэтому стратегический запас семьи состоит обычно из брусники замороженной, красной, черной смородины, малины, где, в каких районах, где что произрастает, мы замораживаем и храним. Кстати, замораживание ягод – это очень хороший способ консервирования. Сохраняются абсолютно все витамины, включая водорастворимый витамин С. И можно традиционно можно приготовить различные морсы, чаи, напитки, да, даже конфеты, да, можно горячие, жмыха, да, да, то, что остается после выжимки сока. Жмых не надо ни в коем случае, дорогие хозяюшки и хозяева, выкидывать ни в коем случае не стоит. Жмых богат чем? В первую очередь пищевыми волокнами и пектином, который очень хорошо очищает желудочно-кишечный тракт. Холестерин выводит лишний, да, радиацию выводит, да, то есть это вот, пожалуйста, вот клетчатка натуральная, да. Пищевые волокна. Очень много пищевых волокон еще содержится в шиповнике. Иванова Кира Владиславовна, старший преподаватель кафедры пищевых технологий и индустрии питания. По-простому, я специалист в области технологий продукции общественного питания. И сегодня я вам приготовлю напитки, холодные напитки и горячие напитки из наших местных ягод. Сразу по ходу дела я буду рассказывать о полезных свойствах. Да. Но традиционно, да, в каждой семье готовят морс.
на все праздники, каждый день детям готовят, да, и, конечно, можно приготовить и горячий морс, да, light морс можно приготовить, да, я покажу вам разные способы. Вот. Но, конечно, здесь очень много витаминов. Витамины у нас бывают жирорастворимые, водорастворимые витамины. Поэтому, значит, мы сначала для того, чтобы сохранить, да, витамины, есть витамины, которые разрушаются при тепловой обработке. Например, это аскорбиновая кислота, витамин С. Вот. Поэтому вот мы, как Константин Константинович показал, также мы отжимаем сок и получаем вот такую мизгу, жмых, да, значит, вот этот жмых можно, конечно, как варенье использовать, можно даже с повидлом смешать, да, можно ватрушки добавить, например, да, пирожки можно добавить, да, с яблоками смешать, да, но не выбрасывать, да. Ну и как, есть еще другой способ приготовления морса, да, значит, здесь очень много у нас полезных веществ, и чтобы извлечь, мы обязательно должны, значит, жмых не выкидываем, а мы подвергаем тепловой обработке, да, значит, таким образом мы получаем витамин В. Вот, сначала мы, значит, наливаем горячую воду, добавляем жмых, и все полезные вещества перейдут в жидкость, то есть мы получаем отвар из мизги, вот. Ну, буквально можно, значит, варить буквально там 2-3 минуты, вот. Значит, и расскажу, да, значит, можно, конечно, добавить мед, но мед, значит, полезные свойства разрушаются, если вы в кипящую воду добавляете. Все полезные свойства разрушаются и все улетучивает. Поэтому мед всегда нужно добавлять в самом конце. Вот. Далее про сахар хочу сказать. Сахар — это сахароза у нас. Значит, сахар, если вот, допустим, обычный сахар, песок, возьмем сладость сахара 100%, то если мы сахар, например, нагреваем, то есть получаем сироп, да, значит, сладость сахара повышается. Вот. Значит, и где-то 160% будет. То есть где-то 1,5 раза увеличивается сладость. Вот. И ни в коем случае мы в этот отвар со жмыхом не добавляем сахар. Это не экономично, так как часть сахара, значит, остается в жмыхе. Поэтому сначала мы доводим до кипения, далее нагрев уменьшаем. Ну, например, в ресторанном сервисе, например, в ресторанной индустрии, да, значит, сейчас даже готовят морс при пониженной температуре, то есть при медленном кипении, то есть в вакуумной пленке при температуре 60 градусов сразу ягоды помещают и варят. Тогда, конечно, витамин С где-то сохраняется на 60%. Вот. А здесь весь витамин С у нас значит, имеется в отжатом соке. Вот. Все. Значит, при варке мы извлекаем, значит, различные полезные вещества. Мы, значит, процеживаем. И, конечно, можно процеженный отвар добавить сахар и довести до кипения. Либо сразу можно добавить сахарный сироп. По вкусу, конечно, добавляете это все. Вот, и у меня такой концентрированный получается напиток получается. Вот, это можно. Тут, проще говоря, в отваре находятся не разрушенные витамины, то, что остается. Витамины группы В, можно сказать, да? Да. Также у нас еще, помимо этого, да, значит, и жир тоже содержится, особенно содержится в косточках, да, вот, тоже извлекается, когда вы отжимаете, да, ягоды, вот. Поэтому все полезные вещества мы уже... Вот. Так, и последнее. Вот, и мы вот получили отвар из жмыха. Видите, сколько остается вот красящих веществ, да, витаминов, да, все это мы извлекаем. Значит, этот жмых можно использовать, значит, можно конфеты, значит, с добавлением молочных продуктов, можно с повидлом, да, я уже говорила, в замороженном виде можно употреблять, да. И вот в этот полученный вот отвар мы добавляем холодную воду, добавляем.
Можно добавить. И можно добавить вот мед, сироп сахарный. Здесь у нас сахар распадается на фруктозу и глюкозу. Сладость повышается. Вот. Ну и в конце добавляем вот уже... Самое ценное. Самое ценное это сок. Сок ни в Свежевыжатый коем случае мы не подвергаем варке. термической обработки. И получается у нас вот такой морс. Ну, морс брусничный — это у нас традиционный напиток, русский, якутский, можно сказать. Он издревле известен рецепт, различные рецепты с добавлением различных ингредиентов. Но в обычных семьях, конечно, брусника, вода, сахар. Тоже хорошо. Да. Вот чем она отличается? Очень насыщенный, освежающий. Чувствуется кислинка, то есть это наш витамин. Я люблю с кислинкой обязательно. Вот. Конечно, можно добавить еще, конечно, можно там другие, да, там корицу можно добавить, да, гвоздику, анис можно, да. Вот детям обязательно в этих наших условиях суровых, можно и в тепленьком виде, а летом для утоления жажды очень хорошо морс. Можно, конечно, и добавить различные добавки, ну, можно корицу, кто любит, да, гвоздику можете, да, мяту, чабрец, да, и я вам покажу еще такой способ. Вот сейчас многие уже пользуются вот таким чайником, French press называется, да. Значит, здесь тоже вот все процессы облегчаются. Тут можно положить ягоды. Значит, вот наши ягоды. Ну, можно давать. Давайте из для разнообразия. Да. Вот соком мы добавляем. Такие не выжимать. Да, можно, конечно, чаи добавлять. Например, вы можете сразу заварить чай, потом добавить ягоды, да. Вот, мы напитки, да, сегодня готовим. Вот, можно даже в чаи добавлять. Так, и наливаем горячую воду. Ну, значит, и можно добавить, конечно, вот такие вкусовые добавки, значит, пряности, да, вот. Значит, это у нас, например, вот веточка чабреца. Ну, а в кулинарии используют, конечно, только листочки. Можно вот таким образом вырвать, либо можно сразу веточку положить. Вот у меня. Потому что это French press. Да, потому что это French press, да, вот. Далее можно, конечно, здесь смысла я не вижу добавлять, да, и мяту обязательно, да, чтобы извлечь вкус. Как мы делаем? Значит, ну, обычно, да. Листочки. Ага. 8-7 листочков, даже при приготовлении мохито, например, да, берут листочки, вот такие, да, и обязательно вот так, вот таким образом раскрывает вкус. Смотрите на ладони, вот. Тогда вот запах, чувствуете, сразу идет. Пошел. Добавляем French press наш. Значит, и можно, конечно, лимонный сок добавить. Я люблю добавлять имбирь. Значит, имбирь в тертом виде, чтобы извлечь весь вкус имбиря. Вот. Можно, конечно, нарезать крупно, но я вот в тертом виде люблю, например, да. Такие чаи во всех ресторанах сейчас готовят. Витаминный чай. Витаминный чай, да. Вот, и уже в конце можно добавить мед, например. Вот мед. Вот таким вот образом. Ага, вот. И можно уже, и вот таким образом можете удивить гостей. Очень красивая подача. Значит, вот такие горячие напитки.
И дальше потом прессуете, таким образом вот извлекаются все вот эти вкусовые вещества. Вот. Горячий напиток. Буквально вот ушло у меня 3 минуты, наверное, да? Френч-прессы разных размеров есть, на большую семью Да. можно. Ну, здесь я только мед добавила, поэтому здесь без сахара у нас. Очень терпкий и сразу так тонизирует. Да. Вместо кофе можно. Да. Прекрасный напиток. Можно даже принимать завтрак, на завтрак. Да. Ну а теперь, дорогие друзья, мы продолжим свой маленький мастер-класс. Покажем очень быстрый горячий напиток из шиповника. Очень общеизвестная ягода, совершенно неприхотливый кустарник. Он везде растет и любимый нашим народом. Кира Владиславовна покажет легко и доступно, как можно приготовить очень вкусный витаминизированный горячий напиток из шиповника. Вот мы готовим горячий напиток, поэтому сначала мы должны подготовить посуду. Да? Значит, берем, например, вот такой чайник. Чайник у меня пока холодный, поэтому мы сначала прогреваем. Пускай так стоит, вот, прогревается, да. Так как если мы горячий готовим, то обязательно всю посуду прогреваем. Значит, я заранее в термосе заварила вот шиповник. Можно, конечно, на ночь оставить. Вот, можно хранить потом в холодильнике, в термосе можно, да, вот. И для извлечения вот вкусовых веществ вот таким образом можно перемешать, вот. Значит, и, значит, у меня уже посуда готова. Значит, сначала мы кладем плоды шиповника. Вот. Насколько нужно измельчить, Кира Владиславовна? Достаточно на ночь завариваете, да, и уже плоды уже нежными становятся. Достаточно вот так перемешать перед подачей, да. Вот, и заливаем вот концентрированным. Главное, чтобы отвар. чайник был теплый. Да. Да. И добавляем мы, значит, можем добавить сок лимона. Вот. Ну, то, как любит, конечно, да? Можно дольку, да, лимона Да. прямо положить туда? Можно и нарезать. Так. Ну, в данном случае добавили сок Да. Сок, и можно тоже добавить для красоты. для красоты. Вот. Значит, добавляем, и можно уже вот добавить, Листки мяты. да, листки мяты. Раскрыв вкус, да? Да, Таким давайте, образом. Прасковья, раскройте. Вкус 10, 8 8-9. лепесточков. Этого достаточно. Пошел Вот сразу вкус. запах Ага, пошел. Сразу пошел. Можно добавить гвоздику на любителя, можно без гвоздики. Значит, и можно добавить сахар. Сахар, песок, кубик можно, да, можно в виде сиропа добавить, да, вот в домашних условиях, вот, пожалуйста. А можно добавить, допустим, свежий сок из охты? Конечно, можно и цвета. бруснику, да, и малину, да, вот, Придадим цвет и дополнительные вкусовые свойства. и ягоды можно еще. Достаточно насыщенный цвет. Ну и завариваем горячей кипяченой водой. Но не 100 градусов, да? 80 градусов, 85, 80, 85. Для сохранения
для сохранения витаминов. Да. В первую очередь это у нас аскорбиновой кислоты, витамина С. Вот. И вот таким образом можно приятно удивить гостей, своих близких, родных, да, вот. Насколько красивый цвет, насыщенный, да? Да, и запах шиповника чувствуется. Запах, мяты. Да? Тут очень много Гвозди. пищевых волокон, в первую очередь, да, значит, и витамина. Вот температура подачи горячих И напитков сразу можно, да? 85 употреблять? градусов. Можно по вкусу мед добавить. Различные Попробуй в можно чистом сиропы добавить, да, даже готовые промышленного топпинги. Ну, не будем топпинги добавлять. Натуральный напиток попробуем. Кому противопоказан сахар, можете, конечно, добавить подсластители, да, сахарозаменители. Которых сейчас очень много. Ну, тут чувствуется шиповник. Кислинка ягода чувствуется. Да. Так как у нас охта очень активно дает вкус и цвет. Видите, какой насыщенный рубиновый цвет получился? Это все охта. Северная дикая ягода, которая произрастает у нас на севере Якутии, вдоль рек, да, в тайге. Вот прекрасный напиток. Вот удивить гостей, угостить. И... Потратите максимум 3-5 минут. Да. Такие холода сейчас, да, очень актуально пить вот такие горячие напитки из местных ягод. Очень богатый, насыщенный вкус. Дорогие друзья, сегодня я хочу показать вам свое любимое блюдо из северных ягод, которое помогает мне, чтобы организм сопротивлялся к различным заболеваниям. Надо взять бруснику, нашу любимую ягоду в оцениваемом виде сидея из семейства вересковых. Замороженную можно и свежую ягоду. Положить пиалу, стаканчик или какой-нибудь сосуд. Добавить туда по вкусу сахарочку, чуть-чуть сахара. И взять сметану. Сметану можно взять, что продается и в магазине, но лучше, конечно же, сметана, которая у нас деревенская, натуральная, которая богата различными жирами, витаминами, особенно витамином Е. Добавляем ягоду, так, и перемешиваем. Очень просто. Вот это вот блюдо, которое насыщено витаминами, бензойной кислотой, которое обладает противомикробным, противоинфекционными свойствами, и сохраняются все витамины. Особенно витамины, которые содержатся в ягодах, это витамин С, так как при кипячении витамин С разрушается, а здесь сохраняется в очень хорошем состоянии, и витамин А. Также есть витамины из группы В, которые помогают нашей крови и кроветворной системе. Блюдо уже готово. Вот посмотрите, тут основная масса это ягода и сметана. Так, давайте попробуем. Очень вкусно. И ягоды лопаются внутри рта, как есть же bubble tea, да? Такой чай, где есть шарики. Вот такие же шарики, это ягоды брусники. Вкуснятина. И такое блюдо очень полезно для здоровья.